провели 127-ю, очередную 127-ю встречу в формате МПРИ на границе близ населенного пункта Эргнети. Вот, на встрече обсуждались различные вопросы, но главным я бы хотел сказать, что за истекший период, прошедший с 21 июля, обстановка на линии государственной границы между Республикой Южная Осетия и Грузией оставалась спокойной и прогнозируемой. Достаточно спокойной. Несмотря на то, что было достаточно много задержаний, но большинство из этих задержаний были по незнанию. Люди заблудились, они были задержаны, их опросили, установили личности, и в основной своей массе они были выдворены с территории Республики Южная Осетия без штрафных санкций. Было два нарушения, которые повлекли за собой возбуждение уголовного дела. Эти нарушения, эти лица до сих пор остаются под следствием, и следственные органы будут выяснять их дальнейшую судьбу. Каждый раз на встречах, в том не исключая эту встречу, юго-осетинской стороной поднимается вопрос о незаконном нахождении грузинского полицейского поста в районе населенного пункта Виста. Вопрос достаточно сложный, и в своих предыдущих выступлениях я это тоже отмечал. Работа в этом направлении ведется. И стоит отметить, что я бы не хотел, конечно, заранее что-то предугадывать, но у нас есть серьезные надежды на то, что этот грузинский пост будет снят и выведен с территории Республики Южная Осетия. Надежды связаны в первую очередь, наверное, с тем, что мы видим новости с грузинской стороны, и в том числе заявление грузинского руководства о том, что выставление этого поста было серьезной ошибкой. Возможно, это политическая борьба, конечно, внутригрузинская политическая борьба, но сам факт того, что грузинское руководство озвучивает этот вопрос и признает то, что выставление поста было ошибкой, это может вселять определенные надежды. В формате МПРИ, и самый главный такой вопрос у нас бывает, это подача оросительной воды. Это гуманитарный вопрос, оросительная вода, которая подается по Терепонскому каналу и доходит до населенного пункта Цинагар, Гдулет и сел, которые находятся в этом районе. Вот в этом году были технические проблемы, причем они были, скорее всего, с обеих сторон, и со стороны Грузии, и со стороны Южной Осетии, но оросительный сезон 2025 года мы можем сказать, что вода подавалась. Возможно, не в том объеме, в котором мы бы хотели ее увидеть, но наши потребители этой воды без воды не остались.